Ежегодно 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. ВДВ по праву считаются гордостью вооруженных сил Российской Федерации. Гвардейцы-десантники проходят особую подготовку и специально обучены для выполнения сложнейших задач. Эти войска всегда с честью выполняли свой воинский долг. И в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск, объявляется открытым. Сегодня ВДВ – это братство, скрепленное верностью воинскому долгу, трудности, памятью о погибших боевых друзьях и незыблемыми традициями. За свои умелые и решительные действия воздушно-десантные войска неоднократно получали положительные отзывы от руководства страны и Министерства обороны Российской Федерации, которые отмечали высокий уровень подготовки, крепкий моральный дух воинов-десантников, их верность воинскому долгу перед Родиной. Слово предоставляется главе Республики Коми, ветерану боевых действий Владимиру Викторовичу Уйба. Уважаемые жители Республики Коми, уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ, поздравляю вас с 93-й годовщиной образования воздушно-десантных войск. Десантники вписали немало славных страниц в историю вооруженных сил нашей страны. Крылатая пехота не раз доказывала, что в ней служат лучшие из лучших, храбрые, смелые, отважные и сильные духом люди, для которых патриотизм, любовь к родине, верность отчизне и боевому братству – это вечные ценности. Голубые береты были и есть незаменимые, самые ответственные воины в самых тяжелых условиях и выполнении боевой задачи, как в годы Великой Отечественной войны, позднее в Афганистане, в локальных войнах и конфликтах, и сейчас на СВО. Надо сказать, что из 4 героев России, награжденных этим высоким званием посмертно, 2 десантники, а 2 морпехи.
Сегодня мы вспоминаем лучших сынов отчизны. Склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь за Родину, за мир и покой наших граждан. Мы чествуем всех, кто сейчас с оружием в руках отстаивает национальные интересы нашей Родины. Мужество, бесстрашие, отвага и профессионализм десантников особенно востребованы при проведении специальной военной операции. Воины крылатой пехоты находятся на самых передовых рубежах и в самых огнеопасных направлениях. Хочу пожелать всем ребятам успеха в выполнении боевых задач, победы и скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. Десантники служат, работают и живут по принципу «никто, кроме нас». Поэтому принимают самое активное участие в жизни нашей страны и республики. Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ, республика и страна гордится вами. Спасибо вам за ваш вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотическое воспитание наших ребят подрастающего поколения. Благодарю вас за службу, за преданность Родине, работу во благо России и Республики Коми. Ура! День воздушно-десантных войск – это также день памяти всех десантников, которые погибли, выполняя свое боевое задание. Памяти павших, памяти солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга, объявляется минута молчания. Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства в самых сложных, нештатных ситуациях, проявляет безупречную выучку, верность присяге и отчизне. Слово предоставляется председателю Государственного совета Республики Коми Сергею Анатольевичу Усачеву. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые воины, десантники и ветераны, все депутаты Государственного совета Республики Коми сердечно поздравляют вас с самым главным вашим праздником – Днем воздушно-десантных войск России. Служба в воздушно-десантных войсках во все времена была делом доблести и чести. С первых дней создания и до наших дней крылатая пехота, или, как говорят у вас, войска дяди Васи, символизирует мощь, решительность, храбрость, особую боевую выучку, дерзость и отвагу, беззаветную преданность Родине. Среди десантников немало тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, выполнял самые сложные боевые задачи в Афганистане, Чечне, других горячих точках. И сегодня голубые береты достойно выполняют все поставленные задачи в рамках специальной военной операции, являются надежным щитом нашего Отечества. Дорогие друзья, пусть ваши легендарные подвиги служат достойным примером подрастающему поколению. А ваш девиз «Никто, кроме нас» вдохновляет всех патриотов России, оставящих право нашей великой державы на свое достойное будущее. Искренне благодарим вас за службу, за верность присяге и долгу. Желаем вам крепчайшего здоровья, счастья, а нам всем победы и мирного неба над головой. С праздником!
В рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью. Десантники в самых сложных ситуациях проявляли мужество, героизм и отвагу, показывали пример истинной преданности Родине. Слово предоставляется главе муниципального образования городского округа Сыктывкар, руководителю администрации Владимиру Борисовичу Голдину. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые десантники, уважаемые ветераны десантных войск, все жители города Сыктывкара с большим уважением относятся к вашему роду войск. Мы уверены, что в любую трудную минуту для Родины вы станете на ее защиту. Вы проявляете большое внимание, уделяете воспитанию нашего молодого поколения. Патриотические чувства, которые присущи вам, вы передаете нашим молодым ребятам. Мы гордимся всем тем, что сделали десанты для нашей Родины. Желаю вам и всем ветеранам десантных войск, всем десантникам здоровья, здоровья вашим родным, близким. С праздником вас! День воздушно-десантных войск совершенно справедливо считать всенародным. Те, кто хоть раз надевал форму с голубым беретом, кто хоть раз покидал борт самолета для выполнения учебной или боевой задачи в составе десантного подразделения, никогда не забудет службы в ВДВ. Из поколения в поколение десантники бережно передают друг другу славные, ратные патриотические традиции, заложенные ветеранами. Готовность даже ценой собственной жизни выполнить свой воинский долг перед Родиной. Чувство товарищества. Союз десантников – это общественное объединение настоящих мужчин, защитников Отечества. Слово предоставляется председателю управления Коми региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников» Юрию Евгеньевичу Беляцкому. Телеграмма командующего воздушно-десантных войск России, Героя России, генерал-полковника Теплинского. Товарищи десантники, День ВДВ – это праздник людей беспредельной отваги и чести. В ее рядах служат высокопрофессиональные и преданные своему делу специалисты, обладающие высокой и особой боевой выучкой, отличной физической подготовки. По сложившейся традиции, именно частям ВДВ поручаются самые ответственные боевые операции. Гвардейцы-десантники по праву гордятся историей ВДВ, стремятся быть достойными тех, кто стоял у истоков создания этого рода войск. Не забывают и чтят память о погибших товарищах, исполнявших служебный долг, защищавших свою честь и величие Родины. Именно поэтому символы ВДВ, голубой берет и тельняшка, вызывают заслуженное уважение в обществе. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжают сложившиеся в войсках традиции. Их умелые и решительные действия в условиях боевой обстановки в полной мере проявились и в ходе проведения очередной специальной военной операции. Имена героев-десантников по праву будут вписаны в книгу ратных подвигов Отечества и в один ряд станут с ветеранами Великой Отечественной войны. Выражаю благодарность ветеранам воздушно-десантных войск, кто по призыву Родины стойко переносил тяготы и лишения службы. Тем, кто сегодня и в своей повседневной деятельности не жалеет ни сил, ни времени на благовоспитание подрастающего поколения и допризывной молодежи, обеспечивая тем самым преемственность поколений. Низкий поклон вашим отцам, матерям, женам и всем тем, кто воспитал, ждал, ждет и растит защитников Отечества. Благодаря вашим бескорыстным усилиям и личной десантной истории тысячи мальчишек нашей страны стремятся попасть в вооруженные силы, защищать свою Родину. Уверен, что и впредь вы будете надежной защитой национальных интересов страны. Товарищи десантники, вам выпала высокая честь служить легендарной крылатой пехоте, принадлежать к этой сплоченной и непобедимой когорте. Служба в воздушно-десантных войсках никогда не была и не будет легкой, но она была и будет почетной. Сегодня, в трудное для страны время,
Крылатая пехота, живущая под девизом «Никто кроме нас», должна стать примером мужества, надежности и преданности Отечеству, потому что бывших десантников не бывает. Всех, кого связала жизнь с ВДВ, поздравляю с вашим праздником, Днем воздушно-десантных войск. Ура! Десантные войска – гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодежь быть верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. Слово предоставляется внучке ветерана воздушных десантных войск Елизавете Емшановой. За спиною парашют и берет на голове, высочайных берут десанту ВДВ. Подавляя смельчаков, салютуем вам, бойцы, сколько не было прыжков, вы, вояки, молодцы! Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников пошли в историю и служат примером беззаветного служения Отечеству. Торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск, объявляется закрытым.